Кыргызстане запретили ТикТок. Власти считают, что это пагубно влияет на молодежь и детей. Мы опросили у горожан, насколько это пагубно и считают ли они это правильным. Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, urayımdı, Allah'tan ismiyle başlayımın. TikTok'tu жаап койсо деле болбойбу? Ошон үчүн TikTok деген нерсеге тыюу салган маселени карап көрүңүздөр, жолдош генерал. TikToктун жаман жакка бурмалап атканы боюнча иш алып барбайсыздарбы? Ушинтип өтүп кеткен ата бабабыздын сөөгүн сыздата тургандай иштер болуп кетип атат. Против, конечно. Это прям такая большая платформа для наших блогеров и не только, типа развиваться и делать контент и в целом идти дальше, но и еще это заработок для некоторых, это, не знаю, это все равно как отбирать хлеб. Для детей он как бы не очень так хорошо влияет. Есть там и вещи, которые детям и смотреть не надо, и взрослым тоже это полезно, ничего не дает. Работаю с автомобилем, там, ремонтом, вот эти вещи я смотрю. Я вообще не сторонник того, что что-то надо запрещать. Я думаю, что люди должны, родители, во-первых, должны сами определять, что там пользуется ребенок, потому что сейчас есть много всяких приложений для отслежки, где дети сидят, сколько они сидят, почему они там сидят. Можно это спокойно через телефон блокировать и все. Скорее всего, я против. Людям попадается то, что они смотрят же в рекомендациях. Каждый получает то, что смотрит, то, что ищет. Бизде азыр бул жарнамада интернетте TikTok'то көрүп атасыңар, баардык жарнаманы чыгарып атат. Кээ бирөө жана наркотика, арак, өздөрүнүн денесин көргөзгөндөр да бар. Биздин кыргыздын менталитетине келбеген нерселер да чыгып атат да, ошону ким контролдойт? TikToкту жаап койсо деле болбойбу? Эми бул боюнча сизге өзүм жолугуп кетип айтсам туура болот го дейм. Ну, мне трудно, наверное, ответить, потому что я не пользователь ТикТока, но за того, чтобы запретили. Ну, я придерживаюсь большинству, мнению большинства. По мне так это неправильно, потому что ТикТок это распространенная социальная платформа. И, возможно, там есть какие-то негативные моменты, но при этом нужно учитывать то, что как бы плюсов от ТикТока тоже есть. Мне кажется, сейчас люди должны со временем жить. Зачем запрещать то, что молодые сами по себе? Мы в свое время тоже каким-то увлечением занимались. Вообще, когда начинают что-то блокировать, это уже первый звоночек того, что что-то не так. Потом заблокируют и Инстаграм, потом заблокируют и другие сервисы, и потом, в общем, не надо молчать, я думаю. Но лично я ТикТоком особо не пользуюсь. Я этим не пользовался, даже в Инстаграме редко сижу. Но среди моего окружения мало кто в ТикТоке сидит. Ну, даже если запретят, есть сторонние сервисы, сторонние приложения, всякие различные способы для того, чтобы, пользоваться актуальным ТикТоком. Актуальная проблема в России, мы как раз учимся, мы уже знаем все эти лазейки. Бул TikTok деген биздин жаш муундарды жаман жакка идеологияны бура турган болот окшойт. TikToктун жаман жакка бурмалап атканы боюнча иш алып барбайсыздарбы? Эми уят го, мындай көрүп туруп бул үй бүлө менен кантип көрүп атат. Анан кийин бул жерде биздин мамлекеттин улуттук баалуулуктар, улуттук саясаты да болуш керек да. Но это же все-таки алгоритмы, это все-таки зависит от предпочтений человека. Если этот человек говорит, что там много вредного контента, значит, он сам это предпочитает. Все зависит от того, что ты смотришь, и все. Ой, у меня больше там, типа, психология, не надо там сидеть, сложа руки, действуйте. Мне кажется, нужно как-то урезать некоторые места. Не совсем запрещать, почему бы и нет. Некоторые же рекламу тоже делают через ТикТок, это тоже дополнительный заработок. Очень много предпринимателей молодых запускают свой бизнес через ТикТок, и как бы это полезно, потому что смотрят очень большое количество людей. Зависит от человека, смотря то, что он смотрит, у него в рекомендациях то и выходит. Я, допустим, смотрю полезно для себя, это обучение, медицина, вот поэтому у меня такие рекомендации, а насчет других я не знаю. Ушинтип өтүп кеткен ата бабабыздын сөөгүн сыздата тургандай иштер болуп кетип атат. Муну нерсени сөзсүз айтышыбыз керек. Кече интернет булактарында ушундай сакалдарды коюп алган деле балдар, ушундай эркек эле балдар, жана аялдардын ич кийимин кийип, анын үчүн бир аз акча бар дейт. Мен Дастан Бекешевке эскертип коем. Мен сени Кудайым буйрса депутаттыкка отургузбайм. Да, я сама смотрю, иногда даже снимаю. Океан, мне больше нравится море, океана, путешествия в основном. Вообще шокирующий контент там существует, иногда даже какого-то порнографического характера, но в основном очень редко. Да, зависит от пользователя и по алгоритму подбирается, что ему нужно. У меня, например, только мемы.